Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие чувства у мужчины к вам? И кто для него ваша соперница? Загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину и на соперницу. И давайте посмотрим, что нам покажет и расскажет песок. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто. Вдвоем услышите и узнаете. Так, мои хорошие, непростая отсыпка, сразу говорю. Слишком все напутано. Но давайте попробуем разобраться. Поговорим о мужчине сперва. Мужчина неплохой. Мне тут его особо ругать не за что, кроме одного момента. Мужчина нерешительный. Нерешительный и живет в каком-то своем вымышленном мире. Уж слишком у него какое-то завышенное чувство ответственности, и либо порядочности, либо какой-то вот у него героизм в одном месте играет. Жертвенный мужчина, сразу хочу сказать. Ему бы быть чуть посмелее. И вот эта ситуация, она бы в принципе, да, ситуация треугольника, она бы в принципе никогда не возникла. Смотрите. Я не знаю, кто его воспитывал, но я честно преклоняюсь перед этой женщиной. То есть она вложила, мама его, да, вложила в него очень серьезные такие базовые, да, знания по поводу семьи, любви, преданности, порядочности, ответственности. То есть мама вырастила мужика. Но мама не предупредила, что в этом мире есть очень много обманщиков, лжецов, лицемеров и людей, которые со своими шкурными интересами. Этот мужчина определенно тянется к вам. Вот он даже, смотрите, как вышел, да, к вам он тянется. На вашу сторону он тянется. Вы для него какая-то просто невероятная женщина. Вы, кстати, очень похожи друг на друга. Мысли у вас похожи, состояние душ у вас похожее. Оба прекрасные, чистые, открытые люди. Вот. Но при всем при том, соперница, смотрите как, за руку его тащит к себе, тащит в свою жизнь. И она, понимаете, она его не для жизни себе берет, вот не для любви, не для счастья, а для того, чтобы он обеспечивал, возможно, ее родственников, возможно, ее детей, возможно, покрывал какие-то ее расходы. То есть он ей нужен как кошелек на ножках, либо как, знаете, грубая мужская сила. Иди, принеси, купи, забей, там, отвези, привези. То есть такая, знаете, не мужчина, не муж, а служка, да, прислуживай мне. Для этого он ей нужен. И она, не стесняясь ничего, придумывает какие-то невероятные там истории, сочиняет какие-то душетрепательные там состояния себе, что вот я там без тебя погибаю, умираю, если ты меня там оставишь, уйдешь, на меня не посмотришь, то я там, может быть, куда-нибудь, откуда-нибудь выброшусь, если со мной что-то случится, это ты будешь виноват. В общем, бьет его, ну, прям промеж ног, понимаете, на самое больное. А он, будучи человеком порядочным и ответственным, ну, а что он может сделать? Ему и в голову не приходит, что она просто хамская лицемерка. Извините, но вот так она мне и идет. Не любит она его, нисколько не любит, и нужен он ей лишь только для того, чтобы жить. И жить неплохо. Вот.
Сразу хочу сказать, у многих отыграется, что эта женщина, помимо вот этих психологических всяких трюков, да, давления этого психологического шантажа, она еще могла и обращаться ко всякого рода специалистам для того, чтобы этого мужчинку привязать понадежнее. Такую, знаете, цепь посадить, и чтобы рядом, там, никуда там не смотрел, не бежал, не отходил даже там, на 2 сантиметра. То есть, ну, такая акула, хищница, по-другому ее не назовешь. Вот. У мужчины к ней чувства только вот как, ну, человеческие, да, мне ее жалко, она там без меня, правда, вдруг там пропадет, а вдруг она так расстроится, что пойдет там сиганет куда-нибудь, да, либо с собой что-то сделает. Вот. Он жалеет ее. И он ей верит. Это просто кретинизм высшей степени. Верит. Ну, как бы, знаете, с одной стороны, да, судить его за это, наверное, не стоит, потому что, будучи человеком хорошим, ну, так оно в жизни устроено. Плохие люди, они всегда этим пользуются, и хорошие страдают. Но, с другой стороны, он уже много раз видел, что она лжет. Много раз он ее ловил с поличным на каких-то ее вот этих лживых делишках. Но при этом он закрывает глаза и говорит: ну что я сделаю? Ну что я могу сделать? Мучается, страдает, и вас мучает, и вы страдаете из-за него. Вот что происходит. Какая-то прям дилемма, которую невозможно решить. Ему хочется к вам, при этом он чувствует себя ответственным, остается здесь, да, и 3 человека несчастны. Не 3, 2. Он, вы несчастный, а это как бы просто боится потерять свою кормушку. Смотрите, мои хорошие, вы девушка такая перспективная очень. И у высших сил на ваш счет очень много планов и идей. Сразу хочу отметить, что у вас тут, смотрите, знак кошки вышел. Кошка вот именно в таком положении всегда говорит о какой-то высшей роли женщины в жизни, либо в мире, в обществе, да, как ни назови, это высшая роль. Какая-то на вас возложена особая миссия. Не просто так вы пришли в этот мир, не просто так землю нашу грешную топчете. То есть ваше будущее, оно вас обязательно найдет. Как высшие силы рассуждают? Они не хотят, чтобы вы страдали. Они не хотят, чтобы вы тратили свою жизнь на пустые муки, на пустые страдания. Этот человечек, ваш загаданный мужчина, я не могу сказать, что он вам по судьбе. Я не могу сказать, что у вас какие-то общие там с ним уже там начертания. Да, вышло сердце, вот оно. Но это сердце, оно, видите, пустое вышло. Пустое. Это значит, что это сердце либо надо наполнять, либо разворачиваться и уходить. Вы еще об этом не знаете, но буквально вот в течение там, месяца-полтора вы очень крепко, кстати, задумаетесь о том, что происходит. Готовы ли вы постоянно быть в ожидании, пока наконец-таки он, мужчина этот ваш загаданный, определится, пока он примет какое-то волевое решение. Вы со временем начнете понимать, что тратите свое время, свою жизнь впустую, в пустые ожидания. Я вижу, что сейчас чувства есть и у вас к нему. Ну, про его чувства я уже сказала. Он вас любит, тут без всякого, он к вам тянется. Просто, вот знаете, как такой кораблик, да, который летает по воздуху, а ему такой огромный якорь повесили, и он все рвется к своей звездочке и никак не может до нее долететь. Любит он вас и будет любить. Вот что бы между вами ни произошло, он будет любить вас. Никогда вас не забудет. Всегда будет к вам тянуться. Но вот это бремя, которое он сам на себя взвалил в виде этой соперницы, ну тут просто ужас. Пока он сам не решит, никто не решит. У вас, кстати, девочки, идет другой мужчина. У вас буквально тоже в ближайшем будущем идет знакомство с очень интересным мужчиной, свободным мужчиной. И мужчиной, который вас будет веселить, он будет вас удивлять, он будет вам очень интересным. Вот. И тогда задумаетесь, что я делаю, на что я время трачу. Вы еще предстанете перед выбором. Если у загаданного мужчины выбор
очевидный. Вот, пожалуйста, выбирай между добром и злом, между ночью и днем. И все очень просто. Просто надо сделать шаг либо вправо, либо влево. То у вас выбор будет более такой, знаете, интересный. Будет о чем задуматься. Любите-то вы, конечно, этого, но тут мужчина очень интересно идет. Он вас будет прям, знаете, как удивлять. Он будет для вас вот прям как новый мир открывать. Такой мужчина идет. И, кстати, этот мужчина при каком-то положении высоком, он не только будет там, вам любовь предлагать, он еще и поддерживать вас будет. Будет вам помогать, будет вас куда-то вот подталкивать, проталкивать. Знаете, как ручки вот так подставлять, чтобы вы вверх поднимались. Такой мужчина идет. Мои хорошие, что хочу сказать. Тяжелая ситуация, очень тяжелая. Вижу, что тут страдаете. Вижу, что тут постоянные какие-то муки, бессонные ночи, слезы и болька. Вот. Ну, что вам этот мужчина дает? Кроме переживаний ничего особого и не дает. Даст ли он вам в будущем что-то? Это возможно. Это возможно. Но я не вижу на ближайшее будущее, что он определится и он решится. Скорее всего, будет туда-сюда. Туда-сюда. Только лишь она его поманит, сразу будет туда скакать. Прям, да, тык-дык-тык-дык. Ой, она ж меня позвала. А вдруг там что-то случилось? Боже мой, я буду виновата. И как же я потом с этим буду жить? Телом он будет там, а душой и сердцем он будет с вами. Если вы согласны на это, если вы готовы к таким затянувшимся отношениям, я не вижу тут быстрого разрешения, то, конечно же, выбирать вам. Но вот этот мужчинка, когда в вашей жизни появится, там у вас и, знаете, сознание поменяется, и мысли ваши поменяются. Вот интересно будет сделать отсыпку, когда появится этот мужчина, как это все будет выглядеть. Здесь песочек говорит, что это ваш выбор. Не его, он не сможет выбрать. Это будет ваш выбор. Здесь либо вы выбираете такие вот отношения треугольные, либо вы идете в свое личное счастье. Хотя он любит, хотя вы любите. И сложно, очень сложно. Здесь нет какого-то вот прям решения вашего, да, что вот вы решаете. Вот я ему ультиматум ставлю, он приходит. Да, вы можете поставить ультиматум. Да, он придет. Да он и без ультиматума придет. Но как только вот эта вот нехорошая личность, женщина его поманит, все, сразу он разворачивается и туда бежит. Вот с этим бороться я даже не знаю как. Песок не показал, нет. Зависимый он вышел, зависимый, нерешительный. Кстати, это такая ловушка, да, для хороших, добрых людей, когда порядочность человека загоняет его вот в такие тупики. Мои милые, решать и выбирать вам. Что я могу вам посоветовать? Ну, дождитесь этого нового мужчину. Дождитесь его. Авось все и наладится. Может быть, и ваш простимулируется, поймет, что он вас теряет, и наконец-таки решится. А может быть, вы сами решите строить свою жизнь по-новому и с другим человеком. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.